Всем привет! Меня зовут Асель. Я являюсь дипломированным фитнес-тренером. И сегодня мы с Диасом, чемпионом Кубка Республики Казахстан по КС, покажем вам зарядку для киберспортсменов. Начнем мы нашу разминку с шеи. Для этого мы делаем круговые движения головой вправо и влево. Сначала мы опускаем голову вниз, проворачиваем ее в одну сторону, делаем полный круг. И таких кругов мы делаем 2-3 круговые движения в левую сторону. И также медленно делаем в другую сторону. Сейчас мы просто разминаем суставы, подготавливаемся к основным упражнениям. Хорошо, закончили. Теперь ставим руки к плечам и делаем круговые вращения вперед 3 раза и назад 3 раза. Хорошенько разомнем наши кисти, складываем руки в замок и также делаем круговые движения в одну сторону и в другую сторону. Теперь ставим руки на пояс и делаем круговые вращения в тазобедренном суставе. Для этого мы таз сначала уводим вперед, в бок, назад и в противоположную сторону. И так мы делаем влево 3 вращательных движения. 1, 2, 3. И в другую сторону. 1, 2, 3. Делаем полные круги. Хорошо. Переходим к коленному суставу. Немного приседаем, сгибаем тазобедренный сустав и делаем вращение колен вовнутрь. Да, отлично. И также к наружу, в обратную сторону. Резких движений не делаем, все делаем плавно. Хорошо. И у нас осталась стопа. Мы ставим стопу на носок и делаем круговые движения, как будто пяткой рисуем круг. Сначала в одну сторону и потом в другую сторону. Хорошо, поменяли ногу в одну сторону и в другую сторону. Отлично, мы размяли наше тело, теперь приступаем к основной части. Первое упражнение – это классические приседания. Мы ставим ноги на ширину плеч или на ширину таза, кому как удобно. Потом мы сгибаем тазобедренный сустав, то есть таз отводим назад, корпус немного вперед и затем следом сгибаем колени. Отлично. И таких приседаний мы делаем 15 раз. Поехали. Хорошо. Стараемся пятки не отрывать от пола. Можно немножко корпус вперед еще наклонить. Хорошо, отлично. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрим вперед, не вниз. 10, отлично. И еще 5. 11, 12, 13. Отлично, пятки не отрываем. 14. И 15 последних. Хорошо, отлично. Теперь к этому упражнению мы еще добавляем выпад. То есть сначала мы встаем, переносим вес тела на одну ногу, вторую ногу отводим назад. Мы делаем, как бы приседаем на одно колено. Хорошо. Затем мы встаем на 2 ноги, делаем присед. Отлично. Теперь переносим вес тела на другую ногу и делаем еще один выпад. Хорошо. И теперь все это соединяем. У нас получается вот такое вот упражнение. 1, 2 и 3. Поехали. 10 раз. 1. Отлично. Приседание. 2. Пятки не отрываем. 3. Хорошо. И еще раз. 1, 2, 3. Это 2 раза было. Еще раз. 3. Ага. Присед. Выпад. 3. Хорошо, еще.
Отлично. 4. Присед. 5. Еще. 6. 7. Пятки не отрываем. 8. Присед. Отлично, стоп. Вы можете варьировать количество повторений от 8 до 10 в зависимости от подготовленности к физическим упражнениям. А мы переходим к следующему упражнению. Это упражнение направлено на мышцы пресса. Для этого мы встаем, руки сзади в замок. Мы тянемся коленом к противоположному локтю. То есть выглядит это так. При этом таз подкручиваем и поднимаем. Мы должны чувствовать мышцы пресса. Делаем таких 10 подниманий ног. 1, 2, хорошо, 3, 4. Не забываем дышать. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Мы встаем в планку. Для этого мы опускаемся на колени и с упором на руки. Мы встали с упором на руки, а колени у нас на полу. Мы делаем раз и колени поднимаем вверх. На счет 2 мы опускаем. И таких мы делаем 10 раз. То есть 1, 2. При этом напрягаем мышцы пресса, стараемся, чтобы наша поясница не проваливалась вниз. Чуть-чуть, ага, в полный рост нужно как бы горизонтально расположиться. Да, поехали. 1, хорошо. 2, отлично. 3, надо выдыхать, когда делаем усилие. 4, хорошо. Выдох 5, выдох 6 и выдох 7, отлично, еще чуть-чуть. 8 и 9 и последний. 10. Отлично. А теперь можете отдохнуть минуту, и потом мы будем делать второй круг. А сейчас после нагрузки нам нужно расслабить мышцы, и мы с вами проведем растяжку. Сначала растянем мышцы рук. Для этого мы сгибаем руку в локтевом суставе, беремся за локоть и тянем локоть вниз, чувствуя натяжение вот в этом месте, где находится у нас трицепс. Стараемся ладошкой дотянуться как можно ниже к лопаткам. Задерживаемся на 15 секунд. Должно быть комфортно, боли быть не должно. Тянем мягко, немного чувствуя натяжение. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отлично. Плавно опускаем и меняем руку. Делаем то же самое. Беремся за локоть. Локоть стараемся тянуть к лопатке. И ладонью тоже тянемся к лопатке. Отсчитываем 15 счетов. 1, 2. Чувствуем натяжение в этой поверхности. 3, 4, 5. Дышим. 6, 7, 8. Отлично. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отлично, есть. Теперь нам нужно растянуть наши бицепсы. Для этого мы принимаем положение сидя. Опускаем наши ладони вниз так, чтобы пальцы смотрели в сторону корпуса. Опускаем. Теперь стараемся как бы присесть, чувствуя натяжение в запястье. Назад чуть-чуть корпус отклоняем. Носки можно опустить. Ага. И чувствуем натяжение. Также держим до 15 счетов. И 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Осторожно, мягко отпускаем. Дальше мы перейдем к мышцам нижних конечностей. Мы с такого же положения ногу выставляем вперед, согнутую в коленном суставе. Дальняя нога у нас распрямляется. Хорошо. И теперь мы тянемся тазом вниз. Только сзади стоящую ногу мы не сгибаем.
Чувствуем натяжение сзади стоящей ноги в том месте, где нога переходит в корпус. Чувствуем растяжение. Хорошо. Также держим 15 счетов. Не должно быть болевых ощущений, должно быть небольшое натяжение. Если вам слишком больно, немножко можно подсогнуть колено. Хорошо. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Опускаем колено в пол. Хорошо. Теперь мы разгибаем, остаемся в таком же положении, как мы были. Теперь мы разгибаем впереди стоящую ногу. То есть опора идет на заднюю ногу, на колено. Хорошо. Разогнули и стараемся живот как бы положить на нашу ногу. При этом мы спиной вниз не тянемся, стараемся животом тянуться к колену. Либо, если у вас недостаточно пока мобильности, старайтесь просто разогнуть ногу в коленном суставе, чтобы она была прямая. Да, хорошо. Также держим 15 счетов. Исходите из своей мобильности, из своей растяжки. Не нужно сильно переусердствовать, и чтобы не чувствовали боли. Хорошо. Держим 15 счетов. И 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Потихоньку сгибаем в коленном суставе. Мягко. Возвращаемся в исходное положение. Теперь делаем то же самое, но только на другую ногу. Правую ногу вставляем вперед. Сзади стоящая нога у нас разгибается. Опора на переднюю ногу. Стараемся разогнуть ногу в коленном суставе. Пятка не поднимается впереди стоящей ноги. Хорошо. И держим 15 счетов. Если позволяет растяжка, то мы можем тянуться тазом вниз к полу. Отсчитываем 15 счетов. Пять, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Остаемся в таком же положении. Нога у нас впереди стоящая выпрямляется. Хорошо. И стараемся корпус нагнуть как можно ниже к прямой впереди стоящей ноге. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Не забываем дышать. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. И самое приятное упражнение из йоги, для того, чтобы мы расслабились, завершили нашу тренировку. Мы садимся на колени, голову ложим вниз, руки вдоль тела. Прям можно расслабиться, да, опустить таз на пятки. Да, прям. И так полежать буквально 5-6 секунд, расслабиться, дать организму прийти в себя после физической нагрузки. Не забываем дышать. Отлично. Наша разминка и тренировка завершена. Надеюсь, вы перезагрузились, восстановили свое кровообращение и теперь готовы к новым победам и новым каткам.